Программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем стал Тимур Кагиров, руководитель департамента коммерческих закупок электронной торговой площадки «Регион». Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как на сегодня устроена сфера государственных и корпоративных закупок? Сфера госзакупок сейчас регламентируется двумя основными законами. Это 44-й и 223-й федеральный закон. Государство – главный распределитель бюджетных средств. То есть основная идея госзакупок – это развитие конкуренции. Как я уже ранее сказал, существует два основных федеральных закона, которые регламентируют госзакупки. Это 44-й и 223-й федеральный закон. В плане развития конкуренции через конкурентные процедуры на электронно-торговых площадках как заказчик, так и поставщик получают выгоду, так как заказчик с помощью мониторинга рынка получает лучшее ценовое предложение, соответственно, а поставщик за счет данного ресурса может находить новые рынки сбыта. Тимур, насколько конкурентна сфера операторов электронных торгов? Что касается 44-го федерального закона, там как таковой конкуренции не присутствует, потому что существует всего 8 федеральных площадок и одна площадка, которая занимает оборонный комплекс. А что касается 223-го федерального закона, там, конечно, конкуренция достаточно большая, потому что, насколько я знаю, сейчас существует более 150 коммерческих площадок по Российской Федерации. И мы, кстати, занимаем почетное топ-8 место по РФ. А если смотреть по республике, то это 3-е место. Это если считать по количеству размещенных закупок на электронной торговой площадке. Но это успешная позиция. Есть ли какие-то еще преимущества, и в чем отличие вашей компании электронной торговой площадки «Регион» от других фирм? Я понял. Давайте начнем вообще с того, что сфера закупок, она достаточно обширная. И сейчас государственные муниципальные организации, которые проводят закупки по 223 федеральному закону, как показывает практика 3 лет, испытывает определенные издержки в плане кадрового ресурса, либо это временной ресурс. Почему? Потому что зачастую, общаясь со специалистами, которые размещают закупки, они по совместительству либо кадровик, либо бухгалтер, либо юрист. То есть наша площадка как раз-таки приходит на помощь таким специалистам в плане организации, в принципе, всей закупочной деятельности и проведения ее на более комфортных условиях. Что касается отличий, то мы, в принципе, как электронно-торговая площадка, оказываем содействие в плане помощи, как я уже сказал, на всех этапах. Плюс это образовательные различные мероприятия, то есть повышаем квалификацию специалистов. Они абсолютно бесплатно могут получить у нас дополнительное образование, либо это повышение квалификации, либо это стадия эксперта уже в сфере закупок по 223-му, 44-му закону. Какие полезные сервисы электронная торговая площадка «Регион» предлагает и какие вы можете из них привести в пример? По сервисам, на самом деле, их очень много. Насчитывается более 40 безвозмездно оказываемых сервисов как для заказчика, так и для поставщика. Давайте, наверное, с новинок, которые сейчас у нас проходят, это изготовление технического задания. То есть под потребность заказчика мы, согласно всех ГОСТов, СНИПов, нормативов, согласно 223 федеральному закону, можем подготовить техническое задание, после отправляем его на проверку, и заказчик, собственно, делает размещение. Как раз-таки вернемся к тому вопросу, когда помощь, содействие, как я вам говорил, немножечко разгрузить специалистов, и тем самым поднатаскать в плане знаний. В чем ваше преимущество в сфере коммерческих закупок? Вообще коммерческий сегмент – это отдельная тема на самом деле, потому что коммерческие закупки не регламентируются 44-м или 223-м федеральным законом. Они регламентируются только Гражданским кодексом и непосредственно внутренним документом организации. Это положение по закупкам, то есть документ, где прописывается подробно, как данная организация проводит свои конкурентные процедуры на электронной торговой площадке. И, в принципе, я считаю, что это достаточно актуальная тематика сейчас, так как любой предприниматель или собственник бизнеса хочет максимально эффективно тратить бюджет своей организации. И, опять же, из практики, через конкурентные процедуры, где на закупки под потребность, например, приобретения какого-то товара выходят 5 поставщиков, соответственно, каждый борется за этот объем, предлагает цену все ниже и ниже, поднимается рентабельность предприятия, то есть это действительно очень актуальная тематика сейчас в наше время. Если сервисы заказчикам предоставляются бесплатно, то на чем вы зарабатываете?
Интересный вопрос. По поводу заработка, наша финансовая мотивация по площадке, заточка идет только на результат. То есть мы не берем никакой комиссии, либо у нас нет тарификации за участие в закупках. А у нас платит только победитель, это фиксированную определенную комиссию. Более того, я считаю, что это правильный подход в данной тематике, потому что, к примеру, смотрите, вы заказчик, выставляете какой-то объем, проводите какую-то закупку на приобретение какого-то товара. Поставщик, который выходит и предлагает лучшую цену, платя эту комиссию, подтверждает, первое, свою серьезную позицию на рынке, в данном сегменте, второе, свою платежеспособность, так как зачастую госконтракты не подразумевают никаких авансов. То есть ты сначала сделал, потом деньги получил. То есть он должен быть платежеспособным для того, чтобы выполнить свой контракт. И второе, в принципе, как я уже сказал, основное – это платежеспособность. То есть серьезные намерения и показатель того, что он действительно в срок и в должном качестве выполнит свои условия по контракту. То есть здесь плюсы как для заказчика, так и для поставщика. По поводу плюсов, кстати, то есть нет такого, что поставщик у нас постоянно платит. Также для поставщиков у нас огромное количество сервисов, которые мы проводим на безвозмездной также основе. То есть пройдя проверку службы безопасности, пройдя аккредитацию у нас на площадке, поставщику открывается доступ к сервисам таким, как, к примеру, подбор тендеров различных, например, проверка контрагента, что немаловажно в наше время, потому что зачастую обманывают везде и всюду. То есть проверка контрагента, с которым ты будешь работать, она тоже немаловажна. Различные кредитные программы, факторинг, то есть все заточка под закупку по 223 федеральному закону и коммерческому сектору также. Тимур, на ваш взгляд, если есть выбор, что лучше выбрать для заказчика? Проверенного временем поставщика, либо же нового поставщика, который сумел победить в торгах? Давайте рассматривать эту дилемму, с точки зрения, пусть это будет менеджер какой-то коммерческой небольшой организации, когда у него в течение 5 лет происходят цикличные какие-то закупки, и зачем заморачиваться искать что-то, тратить свое время, Если есть контрагент, с которым 5 лет вы уже работаете, вроде как все всегда было нормально, но я считаю, что данным менеджером движет либо банальная лень какая-то, либо, опять же, нехватка времени, про что мы с вами ранее общались. Но с точки зрения собственника бизнеса провести мониторинг рынка сейчас, 21 век, постоянно что-то меняется, что-то появляется за доступные деньги, не ущерб качеству. Провести мониторинг рынка, сделать запрос коммерческих предложений, провести конкурентную процедуру, копейка рубль бережет, как говорится, соответственно, за счет этого и поднимается рентабельность предприятия. Поэтому я считаю, что зачастую устойчивые хозяйственные связи, они наоборот, не очень хорошо для предприятия. Надо двигаться вперед. На ваш взгляд, текущая ситуация с пандемией изменит мир закупок? Этот тренд цифровизации, который достаточно давно, в принципе, уже идет, он глобальный. Я считаю, что за счет пандемии, как раз-таки этот рывок и произошел, то есть подтолкнул. И, как раз сфера закупок, действительно начала развиваться больше, то есть начали использовать конкурентные процедуры, проводить их на электронно-торговых площадках, использовать электронно-цифровую подпись, электронный документооборот. То есть это имеет место быть, это очень классно. Если, в принципе, глобально рассуждать, то я хотел отметить, что Россия сейчас занимает лидирующие позиции в плане цифровизации вообще всего, везде и всюду. И, кстати, наше республиканское правительство тоже хотел отметить. Помните, буквально год назад еще в маршрутках, вы всегда расплачивались только наличкой. А как сейчас? То есть везде трамвай, автобус, неважно. То есть вы можете рассчитаться дебетовой картой, либо картой Алгой. Вам как раз-таки в плане развития данного направления это большой рывок, я считаю. Если раньше данное направление общественного транспорта, эта экономика, как все там происходит, было в тени, сейчас все это выведено, то есть наружу. Это классно. Я считаю, что мы двигаемся вперед в этом плане. И последний вопрос. Какое будущее вы видите для вашей компании?
Ну, естественно, только хорошее. На самом деле, как мы ранее уже задавали курс, да, в плане развития сервисности, как для заказчика, так и для поставщиков, для того, чтобы оптимизировать их закупочные деятельности, сделать их на более комфортных, соответственно, условиях, вот, мы также будем развиваться в данном направлении. Более того, я хочу отметить, что мы запустили всероссийский конкурс, своего рода на грант, да, на лучшую идею в плане вот в сфере госзакупок. Это может быть, я не знаю, приложение какое-то, либо сервис, либо еще что-то. Основная заточка на то, что надо вот взглянуть, ребятам надо просто взглянуть в будущее, ребятам, которые занимаются госзакупками, и найти какую-то потребность, которая в будущем появится, ее необходимо будет решить. То есть мы хотим быть готовы уже к данной потребности и уже сейчас начать заниматься, развиваться, ну, вот в этом плане. Вот. Мы определили то, что мы готовы отдать 100 тысяч рублей за лучшую идею. Вот. Как я уже говорил, грант этот всероссийский, он проходит при поддержке наших партнеров, также это Министерство цифрового развития, ПРБ, Торгово-промышленная палата, ну и поддержка предпринимателей также по Республике Башкортостан. Вот. Хочу отметить, что целевая аудитория, да, по воплощению этой идеи — это специалисты в сфере IT, программисты, ну и специалисты в сфере госзакупок. На самом деле, как я уже ранее сказал, это всероссийский конкурс, но мы были бы рады, если бы кто-то из наших земляков, да, с Республики Башкортостан тоже проявил себя, ну, было бы тепло на душе от этого. Спасибо большое, Тимур. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был руководитель департамента коммерческих закупок электронной торговой площадки «Регион» Тимур Кагиров. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.